Суд столичного района Исмаили Самани приговорил 87-летнего местного жителя к 5 годам лишения свободы. Судебный процесс прошел за закрытыми дверями. Представители суда от комментариев отказываются, а родственники заявили, что 87-летний Даниор Набиев был признан виновным в оказании материальной помощи родственникам заключенных, членов ПИФТ. Родственник осужденного Сайдис Хокбобоев сказал 4 января в беседе с радио Азади, что приговор был оглашен 28 декабря 2020 года за закрытыми дверями. Источник в суде Исмаили Самани подтвердил сообщение о приговоре в отношении Набиева, но не дал подробностей ввиду того, что на дело был наложен гриф секретности. Экс-глава отдела ПИФТ по району Рудаки Махмади Тишаев сказал, что по имеющейся информации Даниор Набиев был задержан в сентябре прошлого года в своем доме в кишлаке Гулбутта, Джамуата, Чимтеппа. Официальные структуры ничего не сообщили ни о его задержании, ни о приговоре суда. Набиев в праздничные дни относил семьям заключенных членов ПИФТ продукты, мясо, фрукты, поэтому его задержали и отправили за решетку, подчеркнул Тишаев. При этом неизвестно, какие именно статьи Уголовного кодекса были предъявлены Набиеву. Примечательно, что партия Исламского возрождения Таджикистана входила в состав объединенной таджикской оппозиции, и после подписания в 1997 году мирного соглашения между таджикским правительством во главе с Эмомали Рахмоном и тогдашним председателем ОТО покойным Саид Абдулло Нури, представители ПИФТ в течение многих лет занимали высокие посты в правительстве и располагали депутатскими мандатами. Эксперты напоминают, что ПИФТ в течение всего этого периода позиционировала себя как единственная легитимная исламская сила в стране, косвенно одобряя и наблюдая за тем, как режим Рахмона методично расправляется со всеми остальными исламскими движениями в Таджикистане. Миллат ва кишвар дучори чандин таҳдидҳо аст. Мехоҳем ё намехоҳем, мо бо ин таҳдидҳо рӯбарӯ хоҳем шуд. Ин дигар не аз президент вобастагӣ дорад, не аз ҳукумат, не аз наҳзат, не аз каси дигар. Ин буҳронҳо омаданист ва омода истодааст. Якеш ифротгароӣ ҳаст, ки ба шиддат ва бо суръат ҷавонони моро ҷазб карда истодааст. В конечном итоге 29 сентября 2015 года Верховный суд Республики Таджикистан признал деятельность партии Исламского возрождения Таджикистана экстремистской и террористической, запретив ее деятельность на территории страны. Таким образом, партия оказалась вне закона и лишилась возможности защищать себя в политическом поле. Предлогом для судебного преследования ПИФТ послужил так называемый мятеж заместителя министра обороны генерала Абдухалима Назарзода, который независимые наблюдатели назвали сфабрикованным. فعالیت این حزب قطع کرده شده، همچون تشکیلاتی تروریستی اعتراف کرده شده.